правящей власти, да и то сейчас, это под большим вопросом, ни одна политическая сила, ни один политический актор, он не имеет такого воздействия на общество, чтобы, допустим, он призвал к бойкоту, и бойкот состоялся. Да. Надо быть реалистами. Да. Никакого бойкота, именно в плане политического бойкота, его не будет. Его не будет, первый. Второй момент. Значит, когда будет политический бойкот? И вообще, что такое политический бойкот? Бойкот политический, это когда люди не ходят на выборы, то есть голосование ногами, по-другому, да? Он непременно случится, но позднее. Да. Там, в 19-м, 20-м каком-то. Вот ты говоришь, на самом деле, знаешь, вот я активный участник всех процессов, и всегда были хорошие выборы достаточные, явка была высокая, и 99-й год, и 96-й, 2003-й. И единственные на выборы, вот на моей памяти, и то, по-моему, я в этот момент сидел, мне писали, где не было явки, это выборы, по-моему, 14 или 15 года главы республики. Вот там действительно явка была очень низкая. Явка была очень низкая. Я думаю, в этом году-то явка будет, потому что, процентов 50 уж точно пойдет. Но будет страшное разочарование, вот чего я, конечно, не хочу, но оно будет, потому что когда результаты увидят, 70 против 15, значит, никакой контроль, никакие наблюдатели, у людей будут просто опускаться руки. И вот потом уже, когда еще произойдет существенное ухудшение социально-экономического положения, тогда уже народ разуверится и просто будет голосовать ногами. Вот и все. Можно, да? Да, конечно. Так, ребята, вот очень хорошее было напоминание у Виктора. Зубарчик, извини, пожалуйста, да. И второй момент, о котором я хотел сказать. Да. Вот, на мой взгляд, например, я сам на выборы не пойду. Есть существенная проблема, то есть вот у нас КПРФ могла бы, конечно, в идеале стать, если бы она хотела, той объединяющей силой политической, которая именно широкие протестные слои. Вот, кстати, Юрий Болдырев. Почему он не пошел на выборы? Это умница, которая вызывает уважение у всех здравомыслящих людей. Приоткрыть этот вопрос. Сейчас, то есть, я бы за Болдырева с удовольствием. Но за директора совхоза я не буду. Тем более, что я говорю, в политическом плане он не имеет биографии. Он не имеет биографии. Существенный момент. Опять же, я же жил в коммунистической стране. Мы все жили. Мы знаем, что это такое. И второй раз там оказаться мы не хотим. А является ли Компартия, она по сути коммунистическая? Нет, конечно. Но почему она не переименуется хотя бы в социалистическую? Я уже не говорю о социал-демократии. Это же существенно. То есть есть принципиальные вещи, которые мы не можем простить сталинские репрессии. Никогда их не простим. Мы не можем простить геноциды башкирского народа, которые устроили коммунисты. Можно отвечать? Конечно. Начнем с Павла Грудинина, касаемо того, что вот он появился с И по поводу бойкота. Да, по поводу бойкота, касаемо, в принципе, говорить сегодня, это больше наши фантазии, касательно того, выйдут они, не выйдут, изменится ли социальное положение. Социальное положение, конечно, оно изменится, и в худшую сторону, дальше будет хуже. Мы сегодня об этом даже не говорим, мы это все прекрасно сами понимаем. Конечно. Поэтому, касаемо бойкота, я считаю, что в сегодняшнем состоянии, когда, в принципе, все наше политическое поле, оно является аморфным само по себе, что сегодня плацдармом для всех практически протестных настроений, во многом консолидирующим у Навального того же стала молодежь, студенчество, которое сегодня растет, родилось при Путине и уже выросло при Путине, то, конечно, сегодня гражданское общество может быть развиваться только за счет большинства молодежи, потому что она за счет своих гормональных, за счет своих каких-то психологических качеств является более протестной. Кстати, на Павла Грудинина. Я не соглашусь с тем, что он вот только что появился. Я вот в мае, мы познакомились с ним в мае месяце вот этого года. Тогда, конечно, никакой речи о том, что он будет кандидатом в президенты, не могло быть. И, в принципе, все мы, и в том числе в партийном кругах, считали, что выдвинется Геннадий Зюганов вновь на выборы. Но надо понимать, что когда пошел процесс, в частности, у нас же довольно демократическая процедура была, у нас были спущены во все районные отделения, городские, предложить кандидатуры на выдвижение на пост президента. И у нас, в частности, я скажу, даже от состава Республиканского комитета партии было выдвинуто 12 человек кандидатур на пост президента. И уже тогда, касаемо в мае месяце, я вот посетил в том числе и совхоз,
Павла Грудинина. Так сказать, надо понимать, что партийный аппарат, партийное руководство, ученики Центра политической учебы при Центральном комитете партии, они все посещали совхоз. И действительно, ведь тот социальный уровень, который пытается дать совхоз своим жителям, он является высоким. Я был и в школе, я был и во всех тех социальных объектах, о которых мы говорим, и очень часто показывали сегодня в нашей агитации, но я действительно все это видел своими глазами, и между нами могу сказать, что действительно там уровень жизни. И действительно, вот та же самая школа, это для меня, человек, выросший и прошедший школу в Черниковке, вид школы, которая уже ЮНЕСКО признана лучшей в Европе, естественно, серьезно сказалось. Это признак действительно грамотной работы социально ориентированных предпринимателей. Это социально ориентированный бизнес, прежде всего. И надо понимать, что через этот совхоз и через пример Грудинина пошло огромное количество и партийных платежников, и различных Юриев Болдырев, и тот же Дмитрий Потапенко, который в том числе тоже активно работает с Павлом Николаевичем Грудининым, и в том числе он принимает участие. Нет, а почему Болдырев не выиграл? Касаемо вопроса этого, мы как раз к нему подходим. Было выдвинуто очень много кандидатур, и уже в канун съезда обсуждалось уже 4 кандидатуры примерно. То есть было таких вот это Павел Грудинин, это Юрий Болдырев, это Левченко, губернатор Иркутской области, и это активно обсуждалась кандидатура, в том числе Локтева, это мэр города Новосибирска. И в этот момент надо понимать, что это была в том числе, как мне известно, но я не буду говорить за достоверность фактов, поскольку я это знаю тоже через посредников, это была в том числе и консолидированная позиция руководства партии, в том числе Юрия Болдырева. Это была позиция выдвинуть Павла Грудинина, это была общая позиция, общий консенсус, с которой пришли все силы, в том числе Сергей Удальцов. И это все прошло, естественно, не за день до этого. Обсуждение было, и к этой позиции выдвижения Павла Грудинина, собственно, все вместе и пришли. Давайте. Так, Но он имеет огромный политический опыт, в том числе. У меня предложение, значит, давайте мы вот эту тему Грудинина, я считаю, мы обсудили, да? Ну, конечно. У меня несколько, есть некая идея, да, любимая моя идея. Я несколько раз уже писал, что исторические преобразования всегда решают, ребята, личности. Значит, почему здесь был упомянут солидарность? Это Лех Валенса. У нас такой личности сейчас нет. Им мог бы стать, можно я скажу, да, то есть им мог бы стать, например, Навальный. Но он, в отличие от Леха Валенсы, он не идет от народа. Лех Валенса был просто, вот сейчас говорит, Грудинин неизвестен. Это на самом деле это вторично, да, он неизвестен, но Лех Валенса тоже был неизвестен. Кто знал Ленина перед революцией 17 года? Никто. Кто знал Горбачева перед перестройкой? Тоже никто. И я считаю, что когда личность Линкольна кто знал, да? То есть личности появляются, и они переворачивают историю. И я считаю, надо надеяться не на кризис, он ничего не решит. Наше благосостояние может улучшиться, ухудшиться. Мы терпели не такое. Там и Афганистан терпели, и ржаного хлеба не было в магазинах, народ не поднимался на бунт. Зря кто-то думает, что вот сейчас будет голод и все поднимутся. Ничего подобного. Должен появиться лидер. И в этом смысле вот у меня, допустим, уважение к таким людям, как Айрат Бельмухамедов. Потому что это люди, которые могут за собой повести массы людей. Я надеюсь, что такой человек в масштабах всей России должен появиться. Я надеюсь на это. И вот это и станет решением. Потому что он не обязательно партийный, даже более того, я скажу, что это вряд ли будет партийный человек. Виктор? Дайте хотя бы минуту. Значит, давайте о самом главном. У нас на Земле живет сегодня около 300 государств. Нормальная человеческая жизнь, прежде всего в отношении гражданских свобод, и экономическая жизнь, в том числе, как следствие гражданских свобод. Я либерал и демократ. Она построена как раз в тех странах, где обеспечены вот эти гражданские свободы и так далее. Путь России вот к этим свободам, к экономическому процветанию, а прежде всего к человеческому процветанию, лежит точно такой же, как это произошло в Чехии, в Польше, в тех странах, которые вырвались из соцлагеря. На этом пути нам необходимо будет в том числе люстрировать КПРФ, люстрировать чекистов,
люстрировать всех тех, кто сегодня вот сплел эти ветви власти в веник единых прутиков, лишил страну всех основ Конституции. Вот это мое мнение. И нам придется пройти этим путем. На сегодня народ к этому не готов. Почему? Но Иллюстрация? Иллюстрация это следующее. к построению демократического общества, такого же, как основные страны. Это прежде всего Франция, Германия на разумеется, сегодня. нет. Вот эти все Ну, страны. как мы можем быть Польша, готовы, если у нас даже Чехословакия. выборов нет? Нам придется пройти этим путем. Каким? К тому, что предшествует Как иллюстрации. прошли Для этого, Польша и ребята, Чехословакия. если мы То есть систему- это восстание, несомненно. Восстание прописано в Конституции США как необходимость в случае, если народ видит, что какая-то кучка людей узурпировала власть, то там записано, что граждане обязаны провести все, в том числе и восстание, чтобы вернуть страну на демократический путь Это развития и записано убрать даже узурпаторов ООН. из власти. Это ООН записала, что Ну, право человека здесь дело не свергнуть про тот ООН, режим, а который угнетает народ. Это общие законы развития человеческого Не только общества. И Америка. все государства показывают. Я закончил. Спасибо. Это, кстати, и в трудах Владимира Ильича Ленина написано. Ну, сегодня мы, как говорится, Ну, вопрос. Сегодня мы, Владимир обсуждая Ильич. программу, Грудинин, надо понимать, что Всё-таки темы, молодец. более-менее люди, понимающие в различных политических системах, мы понимаем, ну какая программа Павла Грудинина коммунистическая? Касательно Грудинина, Она давайте коммунистическая тоже. Я программа. еще 30 секунд.